Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня я хочу отвлечься от стрельбы и немного вам заснять такое видео. Вышел с машины, чтобы заснять этот удивительный фон нашей родной земли в Якутии. Я часто говорю по-русски, потому что видео адресовано всему миру, русскоязычному населению. Вот хозяева летают. Хозяева земли сразу разведывают, что, кто, как. Вот, сейчас я хожу по Аласу. Алас это по-нашему называется поле, где кормятся породистые наши лошади. Вот они, кстати. Из-под ног вырывают снег. Снег пока у нас нынче не глубокий, сантиметров 40. Вот они здесь питаются подножным кормом, сами по себе. Их необходимо, их не нужно пасти, их не нужно выгуливать. Вот они сами по себе кормятся. Вот я нахожусь в такой вот Аляске. Аляска до минус 35. Капюшон. Сейчас, конечно, на машине езжу. Но в основном, конечно, если в лес ехать на охоту, надо, такая одежда не соответствует, надо в шкуре, ну, быть еще плотнее экипированным. Вот солнце сегодня минус 50 градусов. 50 градусов. Очень холодно. Но нельзя сказать, что обжигает, но если долго, конечно, находиться, то сразу начнешь чувствовать. Вот обувь у меня вот специальная, которую шьют у нас. Вот, если видно, подошвы валенкового типа. Вот, синтепоновые утепленные штаны. И так вот мы спасаемся от мороза. Конечно, условия очень экстремальные, друзья. Вот. Ну, для нас, что могу сказать? Мы привыкли жить в таком морозе. И там, где в Африке едят личинок, там, а где мы выросли в таких климатических условиях, где 8 месяцев зимы, мы как бы даже и не ощущаем, что в этом есть какая-то проблема. Поэтому для нас это является обыденным. Сейчас где-то около 11. Солнце у нас не выходит в полдень, в 12 часов. Сразу же, ну, практически выходит зимой. Вот, с января месяца уже, с декабря, середины декабря месяца уже солнце, день уже длиннее становится. 4 часа темнеет. И вот такое сегодня отвлеченное видео для того, чтобы показать вам нашу матушку природу, наш с вами снег, родина стрельбы. Конечно, у нас мы сами как спортсмены, но благодаря энтузиастам был построен стенд, который я раньше показывал, стрелял из него. И до этого у нас стенда не было. И вот было такое длинное затишье, был такой длинный отпуск. Сейчас вот последние 4-5 лет ребята стреляют. Как вы видите, мастерство растет у ребят, сразу прибавляется. И вот этот холод не является для нас барьером. Сегодня мы продолжаем тренировки. Вот, патроны, конечно, растут.
Мишени тоже подорожали дико в цене. У нас в севере это несколько раз превышение. И, как видите, для нас это не является препятствием. Для большинства тех, кто поставил себе цель и идет к этому, чтобы наша матушка Россия была победителем. Вот такие вот у нас цели. Вот. Сегодня зимой охота активно идет на пушнину, на копытных, те, кто взял лицензию. Ну и в основном люди сейчас находятся не в такой активности, потому что мы сами по себе охотимся больше на пернатую дичь. А пернатая дичь это у нас весна-осень. Вот. И охотники, делятся сами по себе, по видам. Вот. Очень красивая местность. Сейчас я вам ее покажу. Если видно, конечно, ребята. Называется Ураглах. Урага — это домик, саха, где сегодня по традициям на празднике Исех проводится. Сейчас я показываю вам, конечно, сплошной туман. Вот дерево Аллукмас, которому мы поклоняемся во время праздника. И вот сегодня я вот в такой большой местности решил вам заснять такое видео. iPhone выдерживает такой мороз, я вижу. Вот. И на этом, друзья, до скорой встречи. Вот я побыл 7-8 минут. И видите, вот не особо, да? Чуть-чуть покрылось красным. Поэтому вот так надо ходить в таких закрытых. Давайте, ребята, всего доброго вам. До скорой встречи.